эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Якутия получила санаторный комплекс в Алупке. Между Республикой Саха и Республикой Крым подписан меморандум. Россияне массово снимают деньги со счетов. В Якутии ажиотажа по этому поводу не наблюдается. Ограничений на снятие наличных нет. Дворец культуры ввели в Намском районе Якутии. Якутия получила в пользование санаторный комплекс в Крыму. Накануне глава региона и глава Республики Крым подписали двухсторонний меморандум. Айсан Николаев подчеркнул, что это очень важный документ, который будет развивать сотрудничество. Мы сегодня, в эти дни, думаем о том, как обеспечивать взаимопонимание, взаимодействие. Очень важно решать гуманитарные вопросы, связанные с отдыхом и лечением людей. Прежде всего, вот сегодня речь идет о жителях Якутии. Отдых на славном, теплом, солнечном побережье Черного моря, которое для якутян не чужое. Жители Якутии всегда пользовались нашими здравницами, имеют в Республике Крым свою точку опоры. Собственно, об этом и подписан меморандум. Министр финансов республики Валерий Жандоров представил отчет правительства республики перед населением Устьянского улуса. Несмотря на пандемию коронавируса, деятельность правительства в прошлом году была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. Республика формирует 20% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока и сохраняет лидирующие позиции. Объем ВРП республики оценивается в 1 триллион 458 миллиардов рублей с реальным ростом на 10,5% к 2020 году и выше до пандемийного 2019 года на 0,2%. Министр финансов также затронул социально-экономическое развитие Устьянского района, а точнее сельское хозяйство. Надо сказать, что кроме сельскохозяйственного направления в последние годы получил рост развития олово-добычего, для чего когда-то строился депутатский ГОК. Сейчас, в последние годы, спрос на олово восстановился. И в последние годы начата добыча олова, что отрадно. Кроме того, там развивается и золотодобыча в Устьянском районе. И в прошлом году план добычи был перевыполнен на 30%. Это тоже помогает развитию и вот отраслей промышленности Устьянского района. На территории Колыма-Индигирской группы районов необходимо принять и согласовать комплексные планы по тушению лесных пожаров на местном уровне. Такую задачу в ходе совещания оперативного штаба по охране лесов от пожара поставил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Он также поручил заложить средства на прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов в населенных пунктах, окруженных лесами, районы, у которых не хватает средств на эти работы, а также на обновление материально-технической базы, должны будут сделать заявку в адрес правительства. Сегодня также обращается внимание на то, что есть указания по созданию авиаотделений. Если мы в прошлом году создали Верхоянское авиаотделение, то сегодня в планах работы правительства республики есть создание Колыма-Индигирского авиаотделения. И он будет создан в течение этого года. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели свыше 900 человек в республике. Выявили 1003 новых случая COVID-19. При этом 29% зарегистрировано в Якутске. В районах 71%. Госпитализированы 87 человек, выздоровели 916. Всего лечение в стационарах получают 8% больных. В амбулаторных условиях 92%. Отмечается, что до 40% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи зарегистрированы у невакцинированных больных. Первым компонентом привиты 594 416 человек. Ревакцинацию прошли 142 340 человек.
Ограничений на снятие наличных с банкоматов в Якутии нет. Центр управления регионом в соцсетях и мессенджерах зафиксировал сообщения, имеющие признаки вброса о том, что банки ограничили выдачу наличных средств. В банкоматах заканчиваются наличные деньги. Участники рынка заявили, что ажиотажного спроса на снятие наличных денег не наблюдается. Заполненность банкоматов на достаточном уровне. В банках организован постоянный мониторинг банкоматов и своевременное их пополнение. Действуют стандартные условия на снятие наличных денежных средств. Вот уже 3 дня в Якутске работает пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. На сегодняшний день в штате задействовано более 10 человек. Это добровольцы и члены Общественной палаты республики. Отмечается, что пока пункт не нуждается в дополнительной добровольческой помощи. А узнать перечень необходимых вещей можно на сайте «Мы вместе РФ» и на инстаграм-странице «Добро ЕКТ». Кроме того, помимо работы пункта организован и сбор финансовой помощи. В этот перечень входят, конечно же, детское питание, одежда детская, подростковая. Да? Помимо этого, различные посуды пластиковые, бытовая химия, постельные принадлежности и средства индивидуальной защиты. Каждый день с 10 утра до 8 вечера штаб работает и принимает гуманитарную помощь. Мы готовы помочь уже тем, кто будет прибывать, но пока прибывших у нас нету, но мы должны быть готовы к этому. Также мы сейчас на связи с нашими коллегами из Ростова насчет того, чтобы помочь, если понадобится волонтерская помощь, но пока ростовские коллеги, они сами справляются. Прокуратура Усть-Майского района приняла меры по нарушениям законодательства о ценообразовании. Установлено, что в 2 магазинах села Петропавловск завышены цены на значимые продовольственные товары первой необходимости. Рис шлифованный, чай черный, пшено, макаронные изделия, молоко и детское питание. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования цены на продукты приведены в соответствие, в том числе на отдельные социально значимые продовольственные товары, они снижены на 25%. В селе Хатаса началось строительство дополнительного здания средней школы по национальному проекту образования. Бригада подрядной организации «Ориентир-14» на сегодняшний день установила 49 каменных свай. Всего запланировано забить 249 свай. На участке сейчас работает 1 буровая техника, а также автокран и погрузчик. Общая площадь пристроя составит около 5000 квадратных метров. Здание должно быть 3-этажным, с большим спортивным залом и с просторными кабинетами. Также будет построен теплый переход, который будет соединять новое здание с действующей школой. Сейчас в Хатасской школе в 2 смены обучается более 900 детей. Кладка должна начаться в апреле месяце. И также по графику производства работ, коробка школы и отопление, фасад должны быть закончены в декабре. 9, 10, 11 класс при вводе данного пристроя они будут обучаться в 1 смену. Будут специализированные кабинеты, спортзал, актовый зал. Актовый зал еще хотим передвижные трибуны, чтобы универсальный был. Библиотека, столовая и теплый переход. В этом теплом переходе хотим делать оранжерею. В Накыне в горно-транспортный цех закупили станцию подкачки крупногабаритных шин. Раньше за месяц 90-тонные самосвалы сходили с линии подкачивать колеса около 300 раз, а отсутствие производительного оборудования тормозило процесс возвращения машины на линию. Сейчас специалисты ожидают, что время простоя уменьшится. Проблему работникам помог решить «Голос Алроса». В анкете механики и техники подробно описали, каких инструментов не хватает. Сейчас на Накынской площадке ждут специалиста, который сможет ввести оборудование в эксплуатацию. Многие предложения по улучшению каких-то санитарно-бытовых условий, улучшению каких-то производственных процессов на самом деле имеются у рабочего персонала, у людей, которые не всегда имеют возможность, инструмент, то есть подсветить их, чтобы эти предложения были приняты в обработку. И вот голос Алроса, мне кажется, очень хорошо позволяет получить вот эту обратную связь и принять, то есть проанализировав, принять в работу все вот эти предложения и собрать эти предложения от каждого сотрудника.
Новый социально значимый объект – культурный центр с оригинальной архитектурой возвели в селе Хатын-Ары Намского улуса. Открытие приурочено к 125-летию выдающегося политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. Новое здание построено в рамках национального проекта «Культура» на сумму 160 миллионов рублей. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1400 квадратных метров. На первом этаже центра расположены зрительный зал на 180 мест, библиотека с читальным залом, касса и гримерная. На втором этаже находится Центр духовности и национальной культуры, зал хореографии и звуковая студия. С тех пор проект претерпел большие изменения, и изменения в техническом задании. И постепенно через, скажем так, это было начало 2017 году, да, и в 2022 году наконец-то поставлена точка. И наш народ, население Хатын-Арынского наследия получило такое великолепное здание, дворец культуры. На одном из конкурсов проектов программы поддержки местных инициатив жителям города Алекминск был предложен проект ледового катка. Инициативу поддержали, спустя время прибыло оборудование, и вот, наконец-то, каток готов. Подробнее в следующем сюжете. Напротив спортивного комплекса «Чароид» издалека слышны голоса. Совсем недавно здесь открыли настоящий каток. Желающих в первый день было достаточно. На самом деле мы сейчас такое поколение, что все время сидим дома в телефонах. И вот сделали каток наконец-таки. Наконец-то вышли из дома. Очень интересно. Очень... Я хоть и не умею, но мне очень нравится. Учусь вместе с друзьями. Хотя они тоже умеют уже. Не знаю, мне интересно. А в чем интересно? Не знаю, кататься. Я заметила, вы довольно-таки хорошо владеете коньками. Где научились? Сам научился кататься с детства. На роликах начал. У кого-то уже получается отлично, для других в помощь специальный поручень. Итог – положительные эмоции, смех, позитив за выходные на рабочую неделю вперед. А у кого-то, кто живет рядом, и почаще. Очень интересно, весело и есть чем заняться. Инициатор идеи Андрей Щур доволен. Сбылась задумка. И не только для развлечения. Хоккейная команда все реальнее. Сильно долгожданные, очень ждали, потому что уровень теперь вырастет. Это не то, что раньше на стадионе, там как-то скромненько, досками, да, как-то так, а сейчас уже уровень другой будет. В этом году закупили шлема хоккейные, взяли защиту на вратаря обязательно, клюшки, и будем потихонечку играть, смотреть, как тренироваться. Есть планы и на дальнейшее. В зимний период каток. Хотелось бы, конечно, чтобы в летний период, допустим, ролики были. Собственно, вот пример инициативы, помноженной на желание. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24. Не переключайтесь.